Каждый год аферисты придумывают все новые способы обмана для хищения чужого имущества, пользуясь доверием граждан. Самый распространенный вид – это мошенничество при помощи современных средств коммуникации. Ежегодно жертвами аферистов становятся миллионы людей, которые, не подозревая обмана, переводят деньги злоумышленникам. Элементарно, несколько основных схем, которые популярны в настоящее время в нашей республике. Точнее, преступники могут находиться в любой точке земного шара, но жертвами их становятся в том числе и наши с вами земляки, жители Республики Ингушетия. Итак, это предложение выгодной онлайн-покупки, то есть это купля-продажа в сети интернет. Покупатель переходит по объявлению, которое его заинтересовало, либо качеством, либо предлагаемой ценой, либо их соотношением. И ему предлагают ввести свои банковские данные, либо произвести предоплату. Он это делает, и в итоге с ним прерывают связь, товар он не получает, деньги ему не возвращают. Необходимо всегда тщательно проверять контрагентов, заходить на объявления только в крупных маркетах, которые проводят проверку и продавцов, и покупателей, требуют верификации с тем, чтобы избежать размещения мошеннических объявлений. К новому способу аферистов добавилась и схема лжеброкеров. Обещая легкие деньги, злоумышленники связываются с потенциальными инвесторами через социальные сети или звонят им под видом сотрудников известных инвестиционных компаний. Предложение заманчивое: нужно лишь купить любую ценную бумагу, иностранную валюту или криптомонеты. Убеждают, что на перепродаже можно увеличить стартовый капитал в разы. Вот только для операции потенциальной жертве нужно открыть счет на специальном сайте. В итоге горе-инвестор теряет свои деньги, а заодно и надежду на будущую прибыль. Если в этой схеме большинство людей еще задумаются о сомнительной инвестиции, то в следующей схеме очень часто граждане попадаются на уловку злоумышленников. Есть третья схема, когда новые мошенники уже подключаются к тому, кого они ранее обманули, представляются представителями правоохранительных органов, банковских организаций, либо служб безопасности тех организаций, от имени которых совершалось ранее хищение, и говорят, что они нашли мошенников, и сейчас они будут их задерживать, арестовывать, и, соответственно, необходимо содействие ранее обманутого гражданина, ему необходимо совершить еще одну сделку, которая якобы проходит под контролем правоохранительных органов, и нужно просто получить доказательства, изобличающие мошенников. И он снова переводит деньги и опять их теряет. А еще очень часто люди сталкиваются с звонками или сообщениями от близких и знакомых. Это когда аферисты взламывают аккаунт человека и начинают выпрашивать деньги в долг у друзей жертвы. А сейчас с развитием нейросетей при помощи искусственного интеллекта мошенники могут изменить свой голос и притвориться любым человеком. Сотрудники МВД настоятельно просят быть бдительными в таких ситуациях. Уважаемые граждане, запомните, сотрудники банковских организаций, сотрудники правоохранительных органов не будут требовать у вас по телефону необходимую информацию. Во-первых, сотрудники банковских организаций и так имеют доступ к вашим банковским реквизитам, если это положено им в силу замещаемой должности и исполняемых служебных обязанностей. А правоохранительные органы, если возникнет необходимость получения информации, они вас вызовут и непосредственно в общении с вами на основании соответствующих нормативно-правовых актов и вынесенных решений компетентных органов должностных лиц попросят эту информацию непосредственно. По телефону никому персональные данные свои не сообщайте. В общем, существует множество схем обмана граждан. Для снижения риска мошенничества важно, чтобы люди относились ответственно к своим персональным данным, не хранили сканы паспортов и других документов в облачных хранилищах. Впрочем, с увеличением числа и схем мошенничества также совершенствуются и методы борьбы с ними. Сотрудники МВД уверены, что ни один злоумышленник не сможет избежать ответственности. Естественно, МВД использует все передовые достижения науки и техники для того, чтобы раскрывать такие преступления. Ни одно из них не раскрытым не останется. Рано или поздно всех преступников находят. Но лучше для граждан не попадаться на уловки мошенников. Чтобы эффективно бороться с мошенничеством, важно, чтобы все граждане были осведомлены о различных схемах обмана и принимали меры предосторожности. Если кто-то столкнется с подозрительной ситуацией, лучше проверить информацию и обратиться за помощью к правоохранительным органам. Адам Гулоев, Али Зязиков, Магаз 24.